Нефтекамск – четвертый по численности населения город Республики Башкортостан. Назвали его из-за близости реки Камы и богатых нефтяных месторождений. Месторождение нефти на территории современного Нефтекамска обнаружили в середине 50-х годов 20 века. Спустя 2 года на этом месте начал расти город. Теперь это крупный промышленный центр на северо-западе Башкортостана. Глава региона Ради Хабиров в рабочей поездке по Нефтекамску. Ну, такой, она противоандальная, да? Да. А, это вот... И она идет перголовой. То есть это бетонируется, чисто основание сделано. Поставляете у нас, нет, берут? Сейчас вот идет формирование же вот этого всего. И тех заданий закладывается пока не наши. По МАФам-то мы, по детским игровым мы как-то отработали. То, что наши то есть есть там, да? Тех задания, да. Сейчас вот новое направление единственное развил. Сейчас же у детей же молодежи модно, чтобы сесть сюда и ногами постоять. Вот такое. Да. Есть. Это ДПК идет. Оно по сравнению с деревом, как-то оно подолговечнее идет. А, это же да? Пластик? ДПК, да, пластик. То есть оно подольше будет уже. И вот для подъездов буквально вот приподъездные, да. Но детские вы поставляете, да? Детские поставляем, да. Ну, там так-то на годы вперед, вы знаете, запас есть. А где? Здесь в Нефтекамске у вас площадка, да? Да. Сами все делаете? Да. Сами делаете? Хорошо. Вот. Спасибо. Ради Фаридович, разрешите доложить. Дамир Галиуллин, бизнес-шериф города Нефтекамска. У нас есть предприятие. Раньше они занимались заказами от Транснефти, то есть они делали промышленные объемы, но из-за кризиса начали переквалифицировались по благоустройству. Это вот первые у них ласточки. Скамейки очень интересной формы. Начали делать тренажеры специальные. 5 моделей есть Разработано. 5 моделей разработано. Да. А начали куда-то брать? Начали? Нет, еще не начали. У нас в марте будет выставка большая, обязательно выставляться. Там обязательно выставляется, потому что я там сразу даю поручение, чтобы брали. Рынок большой будет, денег будем много вкладывать. Дерево же, да? Это дерево, значит, пропитка маслом и, значит, немецким лаком сверху покрыто. И она как на болтах, да, как-то или как? Или она снизу закреплена. Нет, я имею в виду, она передвижная, да? Это передвижная, то есть, но ее можно закрепить, это не проблема. То есть, крепежи любые можем предусмотреть и любые технические решения можем принять. Могу взять? Да, конечно. Мы вот в сфере ЖКХ еще работаем. Здесь котельная и те объекты, которые мы за последние годы выполнили, как бы мы это направление тоже не хотим бросать. А так в Нефтекамске делаете? Не только в Нефтекамске, по всей России ездим. А хотелось бы работать дома. Здесь у нас наиболее самые мобильные и талантливые коллеги. Здесь это спортинвентарь. Они сейчас в этом году, в 2020 году, 18 объектов сделали школ по направлению спортивная борьба в школах. На 2021 год запланировали дополнительно 45 борцовских залов. А сколько сделали вот в этом году? В этом году вот сейчас в Нефтекамске одну сейчас вот делаем на данный момент. И впереди 15 школ, и с перспективой еще вот ведем. Переговоры. У нас до 2024 года, чтобы вы понимали, 200 школ. То есть объем большой работы будет. Если вы... Это борцовки, что ли? Что это? Это футы. Кикбоксинг. Это тэквондо. Понял. Ага. Сами шьете, да? Да, сейчас. Вся продукция нашего производства, да. А маты как? Тоже сами делаем. Ну, наполнитель покупаем в Ижевске. А остальное сами шьете? Вы под размер все делаете потом? То есть школа вам дает задание? Задание дает, и мы по параметры школы делаем. Для Урали у них закупаем сейчас. Готовы конкурировать по качеству и по цене, Ради Фаридович, здесь вот. Следующий наш нефтекамский производитель — компания «Башлайт», светотехника наша. Вот, но активно уже работает и в Нефтекамске, и по Башкирии. Есть как бы планы дальнейшие. В 2 словах проекты. В 2 словах мы больше акцент делаем на благоустройство. Это вот что здесь ваше? Вот самый верхний, который сейчас новая разработка.
Потом в Садовом парке, вот эти тоже наши. начали делать, от начала до конца. Сейчас активно ведем над реестром, входом в реестр производителей республики, потому что наших нету там. Татарстан зашел, омские производители тоже зашли, башки же вот это. Вот сейчас мы пытаемся зайти туда. А как вас нет? Башла это только известная компания. Нет, башки, российский реестр мы зашли. Российский, понятно. вот, сейчас, ну это вам толкаться надо. Какая помощь от нас, скажите, а так? Так, пока, слава богу, мы сами получается, там что-то заходим, получается. Ну, мы понимаем, что новый рынок получается, все конкуренты намного меньше стоят, естественно. И свою сами получается. Ну и здесь сервисный центр открыли. Но мы готовим в этом году конкурентов уже. Башлайту. Это вот новая компания, молодая, Урал Тауэр, приствольные решетки. Это как образец имитации дерева, чтобы было понятно. Да, это очень молодые парни, они реализуют подрядные и субподрядные работы Нефтекамск, Колтасы, Межгорье. Вы взяли объемы в 2020 году, реализовали. Они молодцы. То есть уже в других муниципалитетах. Да, это... Устраиваем батуты, резиновая крошка, да? Вот здесь хорошо получилось, да? Ярко, очень ярко. Да. А новогоднее оформление это тоже консоли вот эти все делаете? У нас в Нефтекамске Сами мы делаете? покупали. Ну и здорово. То есть у нас раньше это уходило все на сторону заказы, а сейчас мы переквалифицировали их буквально за 2 такие месяца. вещи вынуждены были в Италии покупать. Но сейчас, глядишь, научишься. Вот как один образец, Ради Фаридович, сзади. Это вот крылья. Самое главное, и гарантийное обслуживание, нам удобно с ними работать. Они здесь, они местные. Это, Ради Фаридович, урна специально сделана под 45 градусов. На велодорожке мы их разместили. Едет. Для того, чтобы ход по ходу... Она вот есть. вон она. Да, велоурна. Делали совместно с Центром одаренных детей «Аврора». То есть вот модели напечатаны у них, соответственно. Это скамейка. Скамеечки здесь более другого уровня. Здесь сразу же есть цветовые гаммы. В прошлом году мы их выставили около 100 экземпляров на башкирских двориках, Нефтекамск, Колтасы, Красный холм. То есть вот именно вот эти скамейки очень удобные, эргономичные. И, комплекты... А это лиственница, да? Это данная скамейка, данная лиственница, урна тоже лиственница. Ну, ассортимент очень большой у них. Проработка идет, вот каталог продукции у них свой. И совершенно лаковые покрытия, разнообразные возможности с ними. Ради Фаридович, еще батутные мы начали центры делать сами, то есть в Нефтекамске. Здорово. Следующий наш предприниматель – это Благодать, это наш индивидуальный предприниматель Ильфат Султангариев. Очень интересная продукция. Это мы взяли на тропу здоровья. Площадка называется Урал-Батыр. Все вот то, что есть, значит, деревянное. Соответственно, здесь тоже для настоящих батыров, чтобы заниматься. Все это сделано здесь местным производителем. И площадка такая же. Можно же лежа делать, можно там тягу делать. Все остальное. Образец здесь есть, вот, Ради Фаридович, в миниатюре. А это вот сколько килограмм? 70 килограмм, Ради Фаридович. Это 35. Вот это можно увидеть, в лесу у нас установлено вот это оборудование. Навесы, жим лежа и так далее. Все из дерева. Также реализовано 4 площадки спортивные под ключ. 4 в 2020 году, Ради Фаридович. То есть Ее можно заливать, да? Да. Это с заливкой полностью. Получается под 3 вида спорта, да, Ильфат? У нас получается с момента планировки планируем землю, дальше отсыпка, бетонное покрытие, резиновое покрытие, 3D-забор. А вот если резиновое покрытие же нельзя лед заливать? Лед это не это не для льда. Футбол, баскетбол, волейбол получается. 3 вида спорта. Железное, значит, навесное оборудование собственное тоже производство. Базовая модель 10 метров на 24 метра. Мы также исполняем, как на тропе здоровья, с трибунами можем, то есть можно и больше размера. Хорошо. Следующая компания – это «Триумф». Их всего 2 компании в Республике Башкортостан. Это «Вертикаль». Они перерабатывают крошку нашу, резину в крошку. Есть у них сырье, они продают. Также работают конкретно с готовой продукцией. Какие у вас проекты намечены на 2021 год? В процессе переработки мы получаем резиновую крошку разной фракции. То, что нитка там в виде распушенного виде, там текстильный корд и металлокорд. Хотелось бы вот этот текстильный корд превратить в гранулу. Это вот с полиамида гранула. Его вот капсулируя, можно превратить в гранулу. И что это дает? Из него что? Так полиамид это ценнейшее сырье для производства тех же. Ну, все пластиковое. Да, все пластиковое. Это прочнейший материал. А вот вы как собираете шины? Вам сдают
Или как? На договорной основе. Ну, вот я человек, у меня шины есть, я к вам пришел. Вы мне деньги даете или я вам даю деньги? С физических лиц бесплатно, вот так, с юридических лиц за деньги. Ну, с каждым клиентом, типа, есть и бесплатные, есть кому мы платим даже. А вот я говорю, тут по-разному бывает. Да. Потому что это обязанность человека утилизировать. Да. Как бы где-то человек приходит, еще сам платит. Но не все на это пойдут. Это поэтому все-таки сейчас появляются, выкупают. Такая история, что не хватает сырья нам. Мы бы хотели попросить поручение, чтобы нам Башавтотранс как-то с нами попробовал наладить сотрудничество. В целом шина, чтобы у нас здесь перерабатывалась крошка. У меня вот будет стройчас. Напомните просто мне, чтобы напомнил Баширов. Я там сразу проговорю. По подсчетам экологов по Башкирии ежегодно образуется порядка 25-30 тысяч тонн изношенных шин. Мы в год перерабатываем порядка 2, хотя могли бы порядка 10. А вот у вас какой механика? Замораживания? Нет, нет, чисто механическая. Чисто механическая. Пройдя через несколько ступеней дробления, получаем. Мы с 2011 года успешно работаем. В конце 2018 года взяли в лизинг новое оборудование, полностью заменили. И вот этот лизинговый платеж нас душит. Вот это вот мы сами бы все это смогли, но возможностей нету. 751 тысяча лизинговый платеж, плюс еще за электроэнергию порядка 400 тысяч. Это 2 платежами 1 200 000. Это очень накладно. Берут вашу продукцию? Конечно. Но основная цель у нас... Я понял. Ну, сырье. Мы же вам рынок, по-моему, открыли. Мы же много берем сейчас, нет? Не совсем. Не совсем? Да. Вот было бы то, что сырьем и сбыт, мы бы все 10 бы спокойно переработали. Хорошо, я прям переговорю. У нас 2, Башавтотранс и Башкиравтодор. Я им подскажу. Спасибо. Сам спасибо. Так, следующая компания ММК. С 2009 года она в Нефтекамске. И вот они активно занимаются, изготавливают мафы. Все это тоже нефтекамского производства, Раид Фаридович. Вот, Раид Фаридович, ту детскую площадку, которую я вам сейчас покажу на тропе здоровья, чешскую, мы договорились, что он сделает 100% аналог. И мы уже ее, соответственно, здесь будем включать. А у вас какие станки есть? У нас все оборудование. Лазерная резка есть, да? Лазерная резка, тоже есть, да? резка, 2 покрасочные камеры, полимерная, лакокрасочная, которые эмали наносят. Ну, то есть все у вас? Все полного цикла. 2500 квадратных метров у нас по производству. Есть земля еще, как бы куда расширяться, строиться. Но вы не только детские мафы, наверное, делаете, да? У нас ну, я так понимаю. специализация мебель. Мебель, да? И вот как бы сейчас расширяться производство, хотим расширять, строить цеха сборочные, куда оборудование можно было ставить уже непосредственно, чтобы для мафов. Спортивные, как бы комплексные. Вот пристволовые решетки есть очень интересное решение, Раид Фаридович. Да, чтобы мне люди могли говорили. приостановиться, отдохнуть. Вот немножко имитацию дерева мы сделали, конечно, не очень удачно. Но все-таки... Да, на улице установлено сейчас. Да, я видел. А оно как собирается, да? Да, собирается, закручивается. Ну да, что вокруг ствола, да? Да. Защищаем и дерево, и в то же время скамейку приобретаем. Можно... Ну и декорирование такое. Хорошо заходит. Хотел бы обратить внимание, вот у нас вот велосипедное направление очень активно развивается, они делают вот такие посты. То есть ключи, они все вот, как бы они здесь вот подвязаны на армированном полипропиленовом тросу. Ну и, соответственно, жители, чтобы могли бесплатно подкачать, отремонтировать, поднастроить. Сколько такая? А насос, как вот? Насос закрыт, получается, антивандальным кожухом. Нужна просто подпитка 220 вольт. Ну это со столба, вот мы на тропе здоровья реализовывали. А сделали это уже? Есть такое здесь, да? Там с опорой освещения, то есть один блок, который напряжение на насос передает на 12 вольт, то есть он крепится на световой осветительной опоре, под землей проводится уже сюда непосредственно к насосу, подключается. Здесь вот по скамейкам тоже решение с лазером, они вот делают индивидуальные, могут под логотипы любые совершенно, под мафы могут игровые такие стенды делать под заказ, чтобы дети развивались. Это все возможно делать. Игрушка. Да, Игрушка, с одной стороны, и закатить сюда. Да. Все нашего местного производства тоже здесь. И дерево внутри. Ну все, вы победили. Это решетка, да?
Это заборные секции, которые они выполняют уже под любую гравировку, под техзадание заказчика. Я заборы сам люблю, но меня вечно критикуют, что я заборы ставлю. Федорович, а посмотрите, какая здесь. Я видел, да, видел. Очень изящно. Да. Сейчас многие компании берут лазерную резку, закладывают все, что угодно, качественно режет. И вот даже у ребят тут здорово. Здесь вот у нас тоже одна молодая очень компания, они самый главный упор нашу местную крошку используют, но упаковывают для физических лиц, чтобы они в домашних условиях могли в частном секторе установить ее, покрасить в любой цвет, сформировать определенный состав и обезопасить себя, скажем так, в домашних условиях, чтобы снизить именно себестоимость. То есть как один из вариантов. Также делают и готовую продукцию из нашей же крошки. То есть активно работают такой всей энергии, скажем так, с нашими крупными уже переработчиками. Также хотел представить одного из наших первых резидентов ТАССЕР, это компания Интеркуб, группа компании «Автопласт», которая исполняет сейчас проекты по ковидовской клинике, по сэндвич-панелям. Вот, мы готовы реализовывать любые проекты социальные со стороны медицины для республики, а также по Волжье. А заказы поступили где-нибудь? Вот с Ульяновска не пришел заказ? В Челябинской области они построили. Да, Челябинск, да. Ну, с Ульяновской сейчас работа продолжается. Также работа ведется с Ижевском. Вторая очередь строится в Челябинске. То есть работа ведется. То есть. В данный момент производство работает. Спасибо. Спасибо. Это экспозиции, которые делаются нашими умельцами. Здравствуйте. Это те люди, которые находятся в социальной категории. Это пенсионеры, многодетные мамы есть. Очень много талантливых людей, которые делают такие экспозиции под башкирскую тематику. Работники культуры Республики Башкортостан делают эти работы с отцом. Нет, это Билалов. Вот эти работы на современном материале, на современной обработке башкирской тематики. А это из чего сделать? Гипс? Это полипропиленовая основа, да. Современная, да. Чтобы легкость была для транспортировки с пропиткой, да. Это из чистого дерева. Пусть добро станет вашим конем всегда, Федор Фаридович. Да, очень здорово. Все очень красиво, прямо музейные вещи. Музейные вещи, я говорю. Вот это вот наши самозанятые, которых мы очень сильно поддерживаем, очень сильно любим. Вот это вот Елена Корякина, которая делает из дерева. И это наши шкатулки нефтекамские. Также они индивидуально разрисовывают под любую стилистику. Вот, активно продают через социальные сети, через российский портал «Ярмарка мастеров». То есть 50/50 у них как бы идет сбыт. Но сейчас вот учим продавать. Научились делать очень красиво. Да, очень красиво. Продукция очень оригинальная. И продажи... Вручную имитация камней пытались. Самые дальние города куда отправляли, вот заказывали? Краснодар, Москва, Питер, Новосибирск, Омск. Такие крупные города. Очень красиво. Работа с тканями, индивидуальные маски. Расскажите, пожалуйста, Вера, в двух словах. Шелковыми лентами. Это очень тонкие ленты, даже 1 миллиметр ширина есть лент. Красиво. Украшения делаю, предметы интерьера, новогодние игрушки, сумочки, много чего можно сделать. Это вот у вас маска, да? Вот да. Это, да. Раз положила носить маску, хотя бы красивые. Вот очень много естественных как бы украшений из бисера, из полудрагоценных камней, также подвески, то есть под разный ассортимент. И на самом деле это очень сейчас популярно. И хендмейдская именно продукция, и девушки, которые очень активно умеют пользоваться социальными сетями, раскручивать, получают действительно хороший очень сбыт и подспорье финансовое. У многих мужья работают, у многих многодетные семьи, вот у Марины, да, допустим. И вот это является все равно определенной поддержкой для них. Конечно. Если Рима Юрьевна нам поддержит нас коворкингом ремесленническим, вот в этом году, я думаю, мы еще один создадим. Там или здесь? Здесь, в Нефтекамске, да. Мы в этом году реализуем дом быта, коворкинг. Вот сейчас единственный, кстати, в Башкирии, из морских контейнеров, Ради Фаридович. Вот это вот. Мы подхватили эту идею. В Подмосковье это. Так точно, да. Мы реализуем ее Лаберса. Там несколько по-разному их надо ставить. И мы там обеспечиваем именно как салон красоты, парикмахеры, маникюры, изготовление ключей, именно социальные бытовые услуги. Спасибо. Вот очень интересный предприниматель у нас. Это детская именно одежда. То есть
рынок настолько очень, скажем так, недозагружен с позиции именно российского производства. Расскажите, пожалуйста, Эльвира. Ну, у нас больше предложений, чем мы можем дать. Поэтому Спрос большой очень, да. Спрос очень высокий, да. Мы торгуем через большие площадки, и благодаря им вот как бы спрос... Ну, сколько штук вот таких вы продаете? Там, по году или по месяцу? Ну, я знаю, что, например, в месяц у нас 500 единиц мы можем только давать. Но спрос, например, у нас на 1000. А спрос чем продиктован? То, что цена подешевле, наверное, да? Да, И, цена ну и мы- качество, да? Да, цена эконом, но качество Ну, очень, да я прям гляжу. мы стараемся. А визитчик есть у вас? К сожалению, нет. Вот ты взял, да? Это ручная работа, это мыло, Ради Фаридович, да, ароматизированное, индивидуально, это мыло. То есть каждый цветок, он делается индивидуально, руками делаются заготовки, и вот девушки продают, опять же, через социальные сети и через ярмарку мастеров. Когда... Ну, экономика есть какая-то, нет? Зарабатываете немножко? Ну да, ну, Получается? себе хотя бы на косметику. Это здорово, да. Ну, очень красиво, вот прям это... И это мыло, да? Да, это Вообще, я первый раз вижу другие так. города тоже отправляю в Москву, в Подмосковье. А это как делается? Формы какие-то? Это силиконовые формы. да. Силиконовые формы, да? Спасибо. Ну вот индивидуальные куклы, это из... Они такие... Расскажите, Наталья, вкратце, вот лучше, наверное. Ага. Я вяжу игрушки крючком где-то 2,5 года. Вот, я вяжу кукол и плюшевые игрушки. А тоже продаете вот? Да, это я тоже продаю. Ну, в интернете, да? Да, в основном ярмарка мастеров, Инстаграм. Ну, в последнее время чаще на заказ работаю. А вот на ярмарках вы участвуете на каких-то? Вот вы на ярмарках участвуете на каких-то? Может быть, нам не хватает в республике ярмарок? Может быть, нам... А? Как что? То есть, если будет больше ярмарок хорошо организованных, для вас это будет площадка для сбыта, да? Давайте Гусеву поручение представить мне предложение. Да, не хватает иногда. Ну, сейчас еще коронавирус, конечно, так кожа. В Башкирии очень много творческих людей. Это я знаю, это да. А так бы вот какие-то вот такие традиционные ярмарки сделать, там 4 раза в году, условно говоря, перед Новым годом, там еще что-то там и так далее. И все приехали и сделали. Мы подумаем, какую площадку и как это сделать. Экопродукция. У нас вот Мадина Акчурина, она чем специализируется? У нее натуральная косметика, скажем, которую она позиционирует в городе. И вот, допустим, это заменители губки для посуды. То есть из джута. Джута. Натуральный материал, То есть который полностью ватные салфетки, они диски они не заменяют многоразовыми. То есть бахилы. Мы за экологию. За то, А у чтобы вас вот это семейные, да, или все-таки уже наемные люди есть, или сами шьете? Я и сама шью, и подруга. Ну, вдвоем Можно получается. сказать, что ручной такой труд. Мы пропагандируем, я пишу в микроблоге своем, пропагандирую отказ от пластика. Очень люблю природу, люблю Башкирию. Хочу, чтобы вот постепенно к нам присоединялись все больше и больше людей. Хотим, возможно, делать экосумки с каким-то этническим нашим орнаментом, возможно, с надписями там «Родная Башкирия». Это земляника, да? Да, земляника. То есть главное отказаться от пластиковых одноразовых решений. Вот привнести эту культуру в Нефтекамск, ну вот, решилась. Здорово. Спасибо. Вот еще один проект «Самозанят», Ольга Чуринова. У нее очень интересная экспозиция. Расскажите, пожалуйста. Да, это войлок. Я войлоком занимаюсь уже больше 12 лет. Я пропагандирую его. Я в Уфе преподавала в ремесленной палате, когда ремесленная палата выиграла грант. Достаточно успешно и очень интересно. Вот это все, то есть, как я говорю, овечка не пострадала. Это все с острик овцы. Причем тут очень много пород овец. Вот тут я образцы сделала. Сейчас интересное предложение такое у меня возникло. Можно вот эти детские комбинезончики из альпаки, вот потрогайте, потому что альпака, она гипоаллергенна, она в 7 раз теплее, чем овечья. Можно вот эти вот валять такие вот подкладочки, и вообще будет супер. Да, будет. Вот. Коллаборация такая сейчас получится совместно. Да? У нас, да. 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 Опа. То есть войлок он может быть и вот такой натуральный сострик, да. Войлок он может быть вот такой тонкий на шелке с волокнами шелка. То есть шерсть в себя, в шерсть можно ввалять все что угодно. Спасибо. И, Ради Фаридович, у нас вот такая новость есть. Мы в 2020 году немножко рискнули с Радмиром Филовичем. В общем, тропа здоровья мы же благоустраиваем. Решили создать научную группу, занялись раскопками.
Вот, заключили договор с Институтом этнологии имени Кузеева. И, получается, более 2 квадратных километров мы прошли участка, и мы нашли, что мы, оказывается, не только от нефти, не только от автобусов зависим. У нас была медная промышленность здесь в свое время. У нас есть стоянка позднего каменного века. Да. Расскажите, пожалуйста. В периоде неолита 4,5-4 тысячи лет назад, значит, вот здесь вот обследованная территория, квадратиком выделена, и найдены памятники. Значит, в черте города были найдены 2 археологические памятника. Это стоянка неолита, 6 тысяч лет с наших дней, и Ильдианский завод. Ильдианский завод здесь чем уникален? Тем, что был обнаружен полный цикл. Значит, это добыча металла, здесь рудные месторождения, добыча угля, дамба. Здесь вот немного мы проектировали с помощью геоинформационных технологий, залили зеркало озера, как это все было в тот период. Да? И вот у нас появилась такая вот картина. На сегодняшний день мы работаем над созданием выставки и хотели бы вот воссоздать один из элементов этого завода, это доменную печь. Так как он очень удачно расположен возле тропы здоровья, вот здесь вот очень такое удачное место, Радмир Акилович предложил, что можно здесь такой объект построить, который бы не просто бы популяризировал историко-культурное наследие, но и являлся музеем предпринимательству и промышленности. Это 2-й музей будет в России, который посвящен этому. Так как город промышленный, это будет символично, и для развития такого направления, как промышленный туризм, это был бы якорным объектом. Интересно. И хотели бы воссоздать стоянку именно позднего каменного века, как люди жили в те времена. Реконструкция. Да, реконструкцию, получается, в нашем лесу. То есть внутреннего жилища. Да. Я видел такое где-то. Это все в черте города найдено. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи вам. Я насчет ярмарки подумаю. Вот что я вот могу, мне кажется, какую-то площадку вам создать. И подумаем, чтобы, может быть, какую-то интернет-площадку нам такую вот для такого вот уровня бизнеса. Это тоже бизнес. Спасибо, очень трудолюбиво. Я понимаю, сколько это у вас энергии отнимает, сил. Спасибо. Мурат Ильич, небольшой каталог произведено в Башкортостане, сделано в Нефтекамске. Тут основные наши производители, которые готовы делать наш город красивее и безопасней. Хорошо. Еще Альфия хотел... Подарок. Вот, видимо, я выкружил. За рекламу, скажем так. Договорились. Мини-музей Радфрич в кабинете. Да нет, это я домой Карине отдам. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Глядя на эти, я не знаю, произведения искусства, даже так можно сказать, да, удивляешься, что это делают обычные люди, может быть, даже без образования. Я всегда, когда смотрю вот на женщин, вы думаете, им, хотелось бы, может быть, отдохнуть, там что-то. Но они, тем не менее, вот вы сами находят какое-то решение, стараются, двигаются вперед, зарабатывают сами, кормят свои семьи. Это такое уважение к их труду. Прям преклониться перед ним можно.